Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире АЛЛАТО-24. Программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Итак, по республике в резерве имеется 2190 койко-мест для больных коронавирусом, 3000 кислородных концентраторов и 400 аппаратов ИВЛ. Отныне при каждом медицинском учреждении будет работать сотрудник лечебного управления, который будет взаимодействовать непосредственно с волонтерами для предоставления точных данных по свободным койко-местам. О мерах борьбы с коронавирусной инфекцией мы поговорим с директором Республиканского центра укрепления здоровья Нурилой Алмазбековной Алтымышевой. Сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте, Нурила Алмазбековна. Рады приветствовать вас в студии АЛЛАТО-24 в программе «Еще не вечер». Итак, ситуация в Кыргызстане напряженная, впрочем, как и во всех странах. И то и дело средства массовой информации сообщают о росте количества умирающих людей именно от коронавирусной инфекции, в том числе во всем мире. Скажите, пожалуйста, какова эпидситуация в Кыргызстане на сегодняшний день и как бы вы ее охарактеризовали? Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что у нас в мире зарегистрировано 185 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Да? Ежедневный прирост идет 300-400 тысяч случаев в мире. Эпидемиологическая ситуация в нашей стране тоже очень напряженная. Вот на сегодняшний день зарегистрировано 1319 случаев. Из них вызывает озабоченность, вот 715 случаев, это город Бишкек, потом Чуйской области 225 случаев, и также во всех регионах нашей страны. Это вызывает большую озабоченность, потому что мы видим, мы знаем, что последний месяц у нас идет очень большой рост заболеваемости именно коронавирусной инфекцией. Да, вот. И вот на сегодняшний день за весь период у нас в республике зарегистрировано около 140 тысяч случаев. Да? И вот, как вы уже сказали, на стационарном лечении сейчас получает у нас 4614 пациентов, а на амбулаторном лечении получается 1287 пациентов. Я хотела бы остановиться на чем? Из них 197 случаев это крайне тяжелые. То есть они в реанимации. 197 случаев. Да? 1294 случаев, это 28%, находятся в тяжелом состоянии. И вот в средней тяжести у нас более 3000 человек. Это о чем говорит статистика? Это говорит о том, что уже в течение 2 лет, с 2020 года, мы должны мы должны принять меры, именно те меры, профилактические мероприятия, это масочный режим. Масочный режим мы не отменяли еще. Мы говорили о социальном дистанцировании, мы говорим о гигиене рук. Это элементарные правила, которые мы должны соблюдать. То есть с этим правилом мы должны уже жить. Да, в прошлом году, в отличие от прошлого года, в это время, да, помню, да, июль 2020 года, мы потеряли очень много медицинских работников, мы потеряли очень много видных людей, мы потеряли наших граждан. Но это должно послужить нам уроком. Мы говорили, и до сих пор говорим, медицинские работники, что надо соблюдать, не ходите в места массового скопления. Мы говорили, еще раз повторяемся, не ходите на поминки, на то и так далее. Для нас это должно быть уроком, потому что на сегодняшний день вирус мутирует. И на сегодняшний день мы видим то, что происходит во всем мире. Если говорим во всем мире, например, в России циркулирует вирус дельта, вирус, да, индийский штамм, очень высокая контагиозность. В соседних странах у нас тоже 50%, в Казахстане и так далее. И у нас ситуация в Кыргызстане очень напряженная. И поэтому мы должны соблюдать все эти правила. Но с этого года мы знаем, да, что есть у нас вакцина. Одно из эффективных профилактических мероприятий – это вакцинация. Это вакцинация против коронавируса. И мы знаем, что с 29 марта у нас в Кыргызстане стартовала вакцинация у нас в стране. И поступила у нас вакцина Синофарм, китайская, 150 тысяч доз, да, и российская вакцина Спутник. И на сегодняшний день у нас сейчас во всех привычных пунктах сейчас прививает вакцина Спутник, имеется. И мы ожидаем на днях, в конце этой недели, на следующей неделе уже поступление более 1 250 000 вакцины Синофарм. Скажите, пожалуйста, новые дозы вакцины поступят, а будет ли увеличено количество прививочных пунктов у нас в республике? Я бы хотела сказать, что со стороны правительства, со стороны Министерства здравоохранения и социального развития проводится огромнейшая работа. Да? И сейчас повсеместно будут разворачиваться 847 прививочных пунктов. Это дополнительно? Это дополнительно. Это всего, тому, что уже имеется. У нас сейчас имеется 284, то это будет увеличено, это будет 847 прививочных пунктов.
Эти прививочные пункты будут распространены везде, во всех регионах. Они будут доступны, они будут в супермаркетах, в школах будут организованы. И на сегодняшний день наши медицинские работники без выходных, они разворачивают эти прививочные пункты в школах, торговых местах. Кроме этого, будут оказывать услуги, помощь пришли еще частные медицинские центры. То есть во всех этих местах и идет мониторинг, ежедневно они отправляют свои фотографии, на каком этапе, какие мероприятия проводится мониторинг. Огромнейшая работа идет, проведена со стороны Республиканского центра иммунопрофилактики тоже. Сейчас очень много проведена большая работа именно по логистике. То есть необходимо это не просто взяли и открыли, да? Там необходимо обеспечить им оборудование, должно быть холодильное оборудование, обязательно обученные специалисты. Везде на сегодняшний день обученные специалисты во всех регионах именно по вакцинации. И обеспечивается, обязательно должна соблюдаться холодовой режим. То есть вот эти все мероприятия, они не проводятся. И вот наши медицинские работники тоже без субботы, воскресенья, они разворачивают и будут работать, именно будут прививать наших людей. Но вот даже посмотрите, вот на сегодняшний день работает у нас, например, 2-я поликлиника, 3-я, 4-я, да, вот, Бишкеке. Да, в Бишкеке, да. И причем они, до 11 часов. До 11 часов вечера они сидят, работают сейчас. А люди приходят люди после приходят, обеда? Да, люди приходят. И вот мы хотели бы призвать наше население, вот когда у нас будут вот разворачивать 847 прививочных пунктов, мы призываем наше население, чтобы пришли, привились, потому что здесь огромная работа проделана, доставкой вакцины прорабатывается, логистика полностью. И для своей безопасности, для безопасности своих родных и близких нам необходимо привиться. Обязательно. Ну что ж, именно получение вакцины от коронавирусной инфекции – это один из путей спасения, потому что вы сейчас привели статистику, сколько тяжело больных у нас в республике, и количество смертей от коронавирусной инфекции тоже увеличивается. И хочу привести слова главы ООН Антонио Гутерриш, который предупредил, что чем стремительнее распространение вируса, тем больше появляется штаммов еще более заразных, еще более смертельных и способных свести на нет эффективность существующих вакцин. То есть сейчас он призывает к тому, чтобы как можно быстрее, да, выработать коллективный иммунитет. И у нас в Кыргызстане должны привиться где-то около 70% населения. Так ли это? Да, у нас есть целевая группа населения, это более 3 миллионов должны привиться, из них 70%, если берем, то это более 2 миллиона 187 тысяч людей должны привиться вакциной. То есть это люди старше 18 лет и вот целевая группа. И вот к нам, например, поступает вакцина Sinopharm, да, вот, допустим, мы получаем 1 250 000 доз. Это вакцина разработана китайской фармацевтической компанией Sinopharm, ее называют Viracell, ее полное название, да, производится Пекинским институтом биологических продуктов. И мы все знаем, данная вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Данная вакцина Sinopharm, она эффективная. И она гораздо легче переносится, чем, например, спутник Ви, вот я слышала. Есть такие мнения? Мы так не скажем. То есть и спутник Ви тоже, она эффективная, но в данном случае вот именно Sinopharm эффективность составила, вот по результатам 3-й фазы международных клинических испытаний составила 99%. Это очень хороший показатель. На сегодняшний день в нашей стране вакцинировано более 127 тысяч человек. Как вы думаете, как проходит кампания по вакцинации? Насколько наши граждане активны? Потому что вот я хочу привести пример, что моя очень близкая подруга, после того, как у них на предприятии умер работник от коронавирусной инфекции, она тут же пошла и сделала прививку именно вот вакциной Sinopharm и прекрасно перенесла ее, и сейчас она считает, что она защищена вот от тяжелых последствий. Вот люди, если сделали прививку, они могут заболеть коронавирусом? Знаете, вот я хотела бы начать с того, что вот у нас в Кыргызстане стартовала с 29 марта вакцинация. Да? С 29 марта у нас поступила вакцина Sinopharm, я как уже сказала, российская вакцина, спутник. Да? Вот я сама тоже, мы все привились вакциной, и все члены моей семьи привились, дети, родственники. Все куда-куда-гы. Вы их убедили, мы что убедили, это необходимо делать? Мы это убедили, что это необходимо вакцинация. И вот среди них нет заболевших.
Это говорит о чем? О том, что вакцина, она защищает. Вакцина, она эффективная. Вакцина, она работает. И поэтому мы еще раз призываем. Вот, очень интересно, когда медицинские работники призывают вакцинации, почему-то люди слушают других. Там идет по соцсетям какие-то дезинформация про вакцины, а там не медики. Про вакцины, когда рассказывают не медики, к ним прислушиваются. Очень много фейковой информации. А когда мы сами обращаемся, им говорим, что вакцина эффективна, вакцину необходимо прививаться, то у людей вызывает какое-то сомнение. Вот это очень интересно. Вот я тоже хотела вас спросить, вы сами привились, ваши родные и близкие? Мы пока не привились, честно скажу. Собираемся в ближайшее время пойти привиться. Тем более, что я вот недавно узнала, что именно прививочные пункты при ЦСМ работают допоздна, и человек в любое время до 11 часов может проехать в поликлинику и, в общем-то, сделать себе прививку. Обязательно необходимая прививка, потому что прививка, она защищает, она действительно безопасна, действительно она эффективна. Ну, получается, что вакцина от коронавирусной инфекции – это новая вакцина в нашей жизни. И мы думаем, что она чем-то опасна. На самом деле, да, мы прививаем детей при рождении и потом в течение первого года жизни, и практически там до 14 или до скольки лет. И сейчас у большинства населения вот эти прививки не вызывают никакого опасения. Все понимают, что мы спасаем детей от очень опасных, смертоносных болезней. Вот эта ситуация такая же. Я думаю, что население должно понять, что без вакцинирования мы уже жить не будем. Сейчас появляется информация о том, что даже в другие страны не будут пускать невакцинированных граждан. Конечно, это очень важно. Я еще раз хочу повториться, именно вот вакцина Sinopharm, она одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Она прошла все этапы. И вот последний этап, результат последнего испытания нам показал 79% эффективности и безопасности данной вакцины. На республиканском штабе была поставлена задача обеспечить пропорциональное распределение прибывающей партии вакцин из Китая среди областей и городов с охватом всех приоритетных групп населения. Скажите, пожалуйста, как вы будете распределять эту вакцину? Уже проведена разнарядка по категориям, все это уже проделано. И при поступлении вакцины, первый день поступления, это будет прививаться город Бишкек, нам необходимо день-два для доставки в регионы. И буквально через 2 дня, уже через день или 2, уже во всех регионах будут доставлены вакцины, и у людей будет доступ к вакцинации. Единственное, сейчас должны люди прийти и получить бесплатную вакцину. Какие условия доставки? Там есть целая логистическая компания, это температурный режим, как можно сказать, это обученные специалисты, то есть это полностью логистика, это уже прорабатывалось уже с прошлого года. Вы знаете, уже в декабре 2020 года мы подали заявку COVAX для получения бесплатной вакцин по механизму COVAX. Уже с того периода началось уже обучение специалистов, уже с того периода страна готовится. И на сегодняшний день, как мы уже сказали, чтобы развернуть 847 прививочных пунктов, это не так просто везде. То есть есть рефрижератор, 10 машин рефрижераторов, которые будут доставлять то, что очень важно, именно соблюдение холодовой цепи. Скорее всего, производство вакцины в мире будет удвоено, потому что нужно своевременно получить, да, вот эту вакцину для того, чтобы мы не заражались новыми штаммами и болезнь не распространялась. Скажите, пожалуйста, как работают мобильные прививочные пункты? И можно ли, в общем-то, обратиться туда тем людям, которые не могут самостоятельно приехать и получить вакцину? Знаете, при возникновении вопроса по вакцинации на сегодняшний день у нас работает линия 118. Они тоже дают исчерпывающие ответы, или же могут позвонить граждане своим семейным врачам. И они тоже оказывают консультативные услуги именно по вопросам вакцинации. И у нас, например, тоже очень много идет, посписочно подают организации для получения вакцинации. То есть к ним могут выехать мобильные бригады посписочно и провести на месте, на рабочем месте вакцинацию. То есть тоже по заявкам эти мобильные бригады будут выезжать. И говорю, наши медицинские работники работают и в жару, и в холод, и без субботы, воскресенья. Самое главное для нас важно здоровье нашей нации, здоровье нашего народа, безопасность каждого гражданина. И в настоящее время только вакцинированный человек можно говорить о том, что он безопасен.
Как вы относитесь к тому, что сейчас, позвонив на линию 118, можно заранее записаться для получения вакцины, чтобы не терять это время, и в то же время такая же услуга будет предоставлена и жителям регионов. Сейчас разрабатывается этот проект. Да, на сегодняшний день разрабатывается данный проект, но у нас во всех регионах имеются горячие линии, и на сегодняшний день они могут получить исчерпывающие ответы, именно позвонив по горячим линиям или же обратившись к своим центрам семейной медицины. Скажите, пожалуйста, вот когда человек приходит получить вакцину, с ним предварительно беседует врач, чтобы, не дай бог, не сделать тому, кому сейчас эта прививка противопоказана? Конечно, однозначно. В первую очередь мы говорим, что прививаются люди старше 18 лет, прививаются, они смотрят анамнез, опрашивают, и после этого, вот, например, когда я пошла получать прививки, обязательно был медицинский осмотр, посмотрели давление, измерили и так далее. И после этого, я получив вакцину, еще полчаса мы оставались там под наблюдением медицинских работников. Только после получаса мы уже пошли домой. И через день они ко мне позвонили, узнавали состояние, имелись ли какие-нибудь побочные явления или так далее. Я очень хорошо принесла вот данную вакцину. И наши сотрудники тоже, Республиканский центр укрепления здоровья, многие получили, и тоже никаких побочных явлений было. Может, у кого-то небольшое покраснение было, небольшая температура первый день, и не больше. И таким образом они все вакцинированы, и мы все полным составом выходим на работу. Ну что ж, я думаю, что сейчас наш разговор слышат многие кыргызстанцы, они последуют вашему примеру, примеру всей вашей большой семьи и пройдут и сделают вакцину. И мы, работники телевидения, журналисты в том числе. Огромное вам спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию и рассказать о том, как проходит кампания по вакцинации. Ведь это единственный путь, да, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции не только в Кыргызстане, но и вообще в мире. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы беседовали с директором Республиканского центра укрепления здоровья Нурилой Алмазбековной Алтымышевой. Оставайтесь на ЛТО-24. Всего доброго.